Ситуация на границе с Узбекистаном остается стабильной, но без изменений. Об этом сегодня сообщила Государственная пограничная служба Кыргызстана. Переговоры ведутся, однако узбекская сторона по-прежнему немногословна. Напомним, 18 марта на одном из неописанных участков кыргызско-узбекской границы Узбекистан выставил по 2 бронетранспортера и КАМАЗа, а также военнослужащих. После долгого молчания Комитет по охране государственной границы СНБ Узбекистана распространил информацию о том, что Узбекистан усилил охрану границы с Кыргызстаном из-за подготовки к празднованию Ноурус. Мы уже несколько раз проводили переговоры, отправили заявление письменное о том, чтобы они убрали с несогласованного участка государственной границы свою боевую технику и личный состав. Но ответа пока официального нет, мы ждем. В настоящий момент все пропускные пункты закрыты. Для граждан третьих стран все пункты пропуска работают в прежнем режиме. Заявление узбекской стороны о том, что военная техника находится на территории Узбекистана, противоречит реальному факту, сообщает погранслужба. Тем временем в экспертном сообществе звучат всевозможные версии о причинах такого поведения соседа. Узбекистан как государство не входит в ОДКБ, Организация коллективной безопасности и сотрудничества. Мы входим в эту организацию. И эта организация имеет свои институты, которые обеспечивают анализ ситуации, проводят мероприятия по обеспечению безопасности, информационной безопасности, военной безопасности. Поэтому Узбекистан на сегодняшний день имеет право проводить эти мероприятия в связи с международной обстановкой, которая складывается вокруг ИГИЛ и вокруг Афганистана. Бывший сотрудник спецслужб Максат Мамытканов полагает, что соседняя республика обеспокоена вестями о том, что в Кыргызстане на 24 марта планируется очередная оппозиционная акция протеста. Не дай бог, если обратно что-то произойдет, куда побегут узбекское население Кыргызстана? Обратно в Узбекистан побежит. Обратно та же самая проблема возникнет с беженцами, вынужденными переселенцами, которые было в 2010 году. То есть таким образом Узбекистан, выдвигая на спорную территорию свои войска, дает понять нашим, что не дай бог что-то произойдет, мы будем принимать очень жесткие, адекватные меры. При этом между Кыргызстаном и Узбекистаном имеется соглашение, где сказано, что ни одна из сторон не может входить на спорную территорию с военными и военной техникой. Узбекистан такими провокационными действиями нарушает не только двустороннее соглашение, но и международные нормы, говорят юристы. Такой поступок соседа равносилен нарушению госграницы, поэтому Кыргызстан может обратиться в соответствующие международные инстанции. Если действительно будет доказана вина узбекской стороны в данном случае, то предусматриваются экономические санкции, экономическая блокада и так далее. Предусматриваются и другие санкции, это уже введение коллективных войск, введение согласованных этих вооруженных сил. На сегодняшний день практически вся пограничная территория с Узбекистаном считается спорными участками. Такая ситуация остается замороженной на протяжении уже более 20 лет. А пока вопрос делимитации и демаркации границы не решится, подобные конфликты будут возникать, уверены эксперты. У нас лидеры меняются, приходят, уходят. Власть у нас подвержена различным воздействиям, внутренним, внешним, и поэтому договариваться с нами о границе не имеет никакого смысла, потому что завтра может смениться руководство в стране, и настроение в стране может тоже поменяться. Конфликты на спорных участках могут возникать по разным, в том числе и бытовым причинам. Это и неразделенные пастбища, водные ресурсы, проблемы с беженцами. Конечно же, лучше всего решать такие моменты на дипломатическом уровне, при этом не забывая хорошо известную истину: хочешь жить в мире – будь готов к войне. Джазгули Гимбердиева, Рамазан Сушанло, Вести Бишкек.